Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Наступил сентябрь, месяц новых горизонтов, начало учебного года и новых возможностей. В этой поре перемен особое место занимает библиотека, хранительница знаний, источник вдохновения и место, где каждый может найти свой путь к новым открытиям. Как современные библиотеки превращаются в центры образовательных инноваций, культуры и общения? Об этом мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Лада Кириллина, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Якутска. Лада Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько обширна городская библиотечная система? Сразу хотелось бы отметить, что у нас целых 18 библиотек в городе Якутске. Наши постоянные читатели, конечно, очень хорошо о них знают, но каждый год к нам прибавляется еще и новый поток новых читателей, как говорится. Подрастает новое поколение, приезжают молодые люди из районов. И каждый год у нас читателей становится все больше и больше. И каждый год мы проводим для них ознакомительные уроки, беседы, лекции. Мы очень хорошо отрабатываем со школами, встречаем новых школьников, первый класс, новых ребят, которые приехали из других регионов. Мы очень хорошо отрабатываем со студентами, тоже проводим для них экскурсии, ведем какие-либо тоже интересные уроки на разные темы. И да, в принципе, мы очень рады тому, что к нам приходит много читателей каждый год. Действительно, у библиотечной системы города обширная сфера деятельности. Я также знаю, что у вас действует система «Театр книги». Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, это один из наших любимых проектов. На самом деле этот проект зародился довольно давно, еще в 2011 году, то есть сейчас ему уже целых 14 лет. Вот. И первое время он у нас работал всего в нескольких библиотеках. Так, в чем же заключается смысл этого проекта? Исходя из названия «Театр книги», этот проект представляет собой буквально обучение театральному мастерству. У нас есть очень хорошие библиотекари, которые прошли специальное обучение именно театральному искусству у ведущих артистов нашей республики. И сейчас они работают с читателями. Как правило, это школьники или студенты, те, кто изъявляют желание заниматься в нашей театральной студии при библиотеках. Вот, и ставят с ними различные постановки по произведениям. Конечно, в основном это классические произведения, но бывает и такое, что ставят по оригинальным сценариям, которые пишут сами детишки. Вот. И, как я уже сказала, этот проект у нас ведется давно, и каждый год, резюмируя итоги года, мы проводим настоящий театральный фестиваль среди наших библиотек. Сейчас у нас таких театров уже больше 10. В этом году у нас планируется уже 12-й такой театральный фестиваль, и мы очень надеемся, что получится провести его на подмостках, на театральных подмостках настоящего театра. В прошлом году, например, мы проводили его в театре в Саха-театре. А в этом году, пока точно не могу вам сказать, в каком театре это будет, но очень надеемся, что ребятишки смогут выйти на настоящую сцену и показать себя как настоящие актеры. Они очень любят заниматься такой деятельностью и каждый месяц приходят на наши репетиции. Здорово, что все больше и больше новых проектов действует, да, в библиотечной системе города. И действительно, библиотеки имеют большую, давнюю, славную историю, но вот, к сожалению, здания они ветшают. Ведется ли работа по поддержанию и восстановлению старого фонда? К сожалению, действительно такая проблема наблюдается, не только в нашей сфере, стоит отметить. Да, естественно, мы работаем над этим вопросом. В прошлом году у нас, например, прошел очень хороший ремонт в одной из старинных библиотек нашей системы. Это библиотека филиал номер 2 «Маяк», который находится в Сайсарском округе. Там это единственное учреждение культуры, куда обращаются жители всего округа. Население там довольно большое количество. Вот, и они очень активно приходят в нашу библиотеку. Сейчас, когда библиотека распахнула свои двери, она совершенно преобразилась. Она у нас оформлена в очень красивой бело-голубой такой морской теме. У нас стоит при входе нарисованный очень красивый маяк, и сама библиотека, она стала гораздо светлее, гораздо приветливее, скажем так. Она и раньше была у нас, конечно, очень
приветливый за счет наших профессионалов, но сейчас, когда мы и внешний облик ее обновили, там стало гораздо приятнее находиться. В этом году мы совсем скоро уже будем после ремонта открывать другой филиал нашей системы. Это библиотека, которая находится в Залоге. Тоже одно из исторических мест нашего города, которое обладает очень большим интересом и потенциалом. Да? Вот. И эта библиотека ранее называлась «Мир приключений», но в этом году после ремонта мы решили ее переименовать. Мы недолго думали на самом деле над тем, какое же имя ей присвоить, и возможно, очень действительно так хорошо сложилось, что мы получили еще и обращение от жителей данного района о том, что они тоже хотели бы, чтобы наша библиотека носила более историческое звучание, и общими усилиями мы выбрали новое имя. Теперь эта библиотека будет называться «Заложная», и ее открытие мы планируем примерно в октябре. Пока с точной датой мы не определились, но как только дата будет определена, то мы сразу же оформим приглашение для всех наших читателей, для всех наших гостей и будем ждать на открытие всех. Очень здорово, что библиотеки расположены в исторической части города. Скажите, пожалуйста, интересуются ли историей своего района читатели? Это очень большой интерес вызывает у наших читателей. На самом деле у нас библиотеки расположены в очень удобных местах, скажем так, именно в плане того, чтобы делиться историей. Потому что экскурсоводы — это не просто люди, которые водят толпы людей за собой по городу, да, как некоторые думают. Нет. Экскурсоводы — это те люди, которые ведут за собой в историю и позволяют городу раскрыться совсем по-другому, которые рассказывают городские истории и делают его более живым для наших читателей. Вот, у нас есть другой проект, который тоже ведется у нас не первый год, и наши библиотекари проводят экскурсии для горожан и для всех желающих. Вот. У нас есть много интересных маршрутов. У нас есть маршруты в Мархе, в Табаге, в городе, в самом Якутске, в центре тоже имеется, по старому городу, например, по площади Ленина, по площади Орджоникидзе, по Залогу тоже. Совсем недавно наши сотрудники прошли обучение, сейчас оно подходит к концу, еще идет, и они станут уже профессиональными экскурсоводами и получат свои удостоверения. Вот, мы очень готовимся к Дню города и готовим обновленные тексты и маршруты экскурсий для горожан. Мы думаем, что это снова вызовет очень большой интерес, потому что наши экскурсии всегда записываются люди заранее. И, конечно, что День города пройдет очень хорошо. Действительно радует, да, что уже на следующей неделе мы отметим 393 года нашего прекрасного, любимого города Якутска, и библиотека будет принимать участие в праздновании. Что еще запланировано? Помимо экскурсий, да? Или же какие новшества? Мы участвуем в праздновании Дня города каждый год. Это наша традиция. Все наши филиалы, все 18 филиалов в этом задействованы. И на самом деле мероприятия ко Дню города, они начинаются у нас буквально с сегодняшнего дня и продлятся вот до следующих выходных. В течение всей этой недели у нас будут проходить, конечно, книжные выставки на базе филиалов. Потом мы будем проводить уроки для школьников и для студентов. И также у нас будут проходить мероприятия для людей уже среднего и старшего возраста. То есть все это можно узнать в программе, которая расположена на нашем сайте cbsekt.ru. Вот. И помимо этого, конечно, 13 числа, это суббота следующая, самый апофеоз, скажем так, у нас будет книжный фестиваль «Читай город», который будет у нас проходить на площади Ленина. Вот. Каждый год мы выходим с библиотеками на День города и устраиваем для горожан какие-либо интересные активности. То есть у нас обязательно будут викторины, у нас будет квиз-игра, у нас будет, опять же, подвижные игры, спортивные игры и, конечно, настольные игры, которые делают сами наши библиотекари по истории города Якутска. Мне кажется, будет очень интересно. Каждый год мы наблюдаем очень большое количество людей, которые приходят, чтобы посмотреть на наши книги, пообщаться с библиотекарями и поучаствовать в наших активностях. Поэтому ждем и в этом году большое количество людей. Мы готовы.
Очень здорово, что история и современность, они сливаются в одну, и происходят такие очень интересные проекты. Также у вас в следующем году очень ответственный момент, год. Вы снова будете встречать книжный ветер. Что будет интересного? Вот, очень хорошо, что вы об этом упомянули. Наверняка, как вы помните, в прошлом году у нас прошла первая международная книжная выставка «Ярмарка. Книжный ветер», и она имела очень большой успех. Тогда она проходила перед самим цехом Туймады, и мы привлекли более 15 тысяч посетителей. То есть для первого раза это очень хорошая цифра, и о нас тогда написало очень большое количество СМИ. Вот, мы получили очень много положительных отзывов. Не только от жителей города Якутска, но также и от издательств, которые приезжали. В следующем году, к которому мы активно готовимся уже сейчас, мы ожидаем, конечно, что мы сможем привести чуть больше издательств. Мы сейчас работаем над этим вопросом. Мы продумываем программу, то есть она снова будет делиться на общую программу, которая предназначена для горожан, куда войдет сама непосредственно выставка-ярмарка, встречи с писателями, активности, тоже какие-либо, возможно, интересные встречи с интересными людьми, возможно, также и с приезжими гостями. И, конечно, у нас будет еще своя отдельная профессиональная программа, скажем так, которая предназначена в первую очередь для коллег-библиотекарей и для тех, кто интересуется писательским мастерством. Мы постараемся сделать писательские мастерские. Этот вопрос мы тоже сейчас прорабатываем и уверены, что у нас уже будут желающие. Вот. Касательно тех, кто точно приедет в следующем году, кто из писателей или кто из издательств, мы пока держим это в секрете. Вот, но обещаем, что будет очень интересно. Я уверена, что это будет очень интересно, и именитые писатели, известные писатели приедут к нам. Лада Ильинична, спасибо вам большое, что были гостем нашей студии. И, конечно же, желаем удачи в праздновании Дня города. Я абсолютно уверена, что горожанам будет очень интересно. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.